Привет, мои хорошие! А что там, собственно, у Colossal Biosciences, спросите вы? И я вам отвечу. Сегодня поговорим о новых видах, которые они возвращают, о новейших технологиях, которые они представили публике, и вообще, что у них там происходит. Добро пожаловать на канал, где я развлекаю себя сама, а вы можете наблюдать за этим, если, конечно, хотите, и где я делаю видео и просто надеюсь на лучшее. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат по Colossal забирают у меня все силы. Я знаю, что с этим делать. Colossal Bioscience. Самая, пожалуй, взрывная новость за последнее время, Колоссальные биознаности. которая напрямую касается их проекта по воскрешению гигантского мола, мы обсудим его чуть позже, это, пожалуй, созданное ими искусственное яйцо. Видео Colossal Biosciences на эту тему за 3 недели набрало 3,2 миллиона просмотров, поэтому сами понимаете, какого уровня это биоинженерный прорыв. И да, искусственное яйцо еще и похоже на какой-то гаджет то ли от Apple, то ли от Samsung. На самом деле на языке давно вертится мысль, что Colossal Biosciences. это что-то вроде SpaceX или Apple от мира биоинженерии. Ребята очень много времени и денег уделяют имиджу, пиару и медийке. Что неудивительно, давайте не забывать, что среди инвесторов компании Питер Джексон, режиссер «Властелина колец», «Хоббита» и других фильмов, Том Брейди, Тайгер Вудс, Джордж Р.Р. Мартин, автор «Игры престолов» и прочие очень влиятельные медийные люди. Так что же это искусственное яйцо значит для 콜로살 바이오사이언스. биоинженерии и клонирования в частности? Теперь животных можно будет выращивать вне настоящих яиц. Не нужно заниматься подсадкой эмбрионов, а делать это практически в автопромышленном масштабе. Но на данный момент, на начальном этапе, все же они все еще собирают яйца вручную в специальном птичнике для контроля качества того, что получается на выходе. Устроены такие инкубаторы яйца вот так. К содержимому всегда есть доступ. Нет окружающего барьера в виде скорлупы, но, само собой, взаимодействуют с такими открытыми резервуарами только в специальных помещениях со специальными условиями. Поскольку яйцо дает возможность видеть все, что происходит с эмбрионом, ученые могут четко контролировать каждый этап и управлять развитием. Разработчики сделали аж 14 итераций, чтобы прийти к тому, что лучшей структурной оболочкой будет сетка шестиугольных отверстий. Они, как оказалось, обеспечивают отличный газообмен. В этих яйцах уже выращены десятки совершенно здоровых птичек. Вот один из таких малышей. Клонирование гигантского моа. Глава проекта, кстати, кто бы вы думали, внезапно Питер Джексон. Новозеландская гигантская птица моа была истреблена людьми из-за чрезмерной охоты. Поскольку эта птица реально очень большая, порядка 3,6 метров в высоту, а вес самцов до 90 килограмм, а самок, которые значительно крупнее, аж до 250 килограмм, о ней мы говорили в этом видео, и нет ни одного живого родственника, который мог бы выносить и высидеть такое яйцо, для клонирования нужно было найти какое-то решение. И искусственное яйцо Colossal полностью решило эту проблему. Они уже конкретно говорят о том, что это дало старт запланированному проекту по моа. Кроме того, представитель компании открыто заявил, что эта же технология наконец-то очень сильно продвинула вперед процесс по созданию искусственной матки, которая пригодится для клонирования, например, мамонтов и морской коровы Стеллера. Вот в этом видео мы с вами уже обсуждали, почему для стеллеровой коровы нужна именно искусственная матка. Кто не смотрел, можно посмотреть. В конце этого видео оставлю кнопку перехода. Кроме того, создание искусственного яйца дало мощнейший буст и еще одному горячо ожидаемому проекту, она же Дронт. Итак, Додо или маврикийский дронт, к исчезновению которого также руку приложили люди, полностью исчезла примерно к 1700 году. Там проблема с клонированием была в том, что Додо это по сути гигантский голубь. Да, дронты самые крупные в истории представители голубеобразных. Ближайший ныне живущий генетический родственник это птица никобарский голубь, но она все же очень небольшая, поэтому была та же самая проблема вынашивания и высиживания, что и в случае с гигантским моа. Кроме того, клонирование птиц в принципе было почти невозможным, поскольку яйцеклетки птиц находятся внутри яиц, а сами яйца изначально внутри самих птиц. И на момент откладывания яйца там уже миллионы клеток, и было практически невозможно найти там ту, которую можно было бы отредактировать для получения другой птицы. Но теперь и эта проблема тоже решена, во-первых, с помощью искусственного яйца, во-вторых, еще один прорыв в этой плоскости – это то, что Colossal в процессе работы над проектом изучили первичную культуру зародышевых клеток голубей и научились собирать их. А разве до этого не умели, спросите вы, и я вам
вам отвечу. Napakalaking biosciences. Научились собирать ППК, первичные половые клетки, или клетки, которые далее становятся сперматозоидами или яйцеклетками у голубей. Они циркулируют прямо в крови эмбриона, их собирают, далее их можно редактировать. Но дело в том, что до этого единственные птицы, чьи ППК выдерживали и оставались здоровыми, были куры. Но Kolosālas biozinātnes. удалось добиться того же самого и для голубей, а это значит, что Додо теперь можно возродить. И да, как уже говорилось раньше, экологическая ниша, в которой жили Додо, не занята и проблем с этим не будет. Помимо всего прочего, специально для проекта по Додо Ingentes bioscientia. создали кур, у которых вообще нет собственных ППК. Зачем? Потому что в такую курицу прям внутрь, в ее развивающееся внутри яйцо можно ввести ППК голубя. Далее эта курица спаривается со специально выведенным петухом, которому тоже ввели голубиные ППК. И когда курица несется, из яйца вылупится не цыпленок, а голубь. Таким образом, Colossal наладили техпроцесс для клонирования других видов вымирающих птиц, и это просто невероятный прорыв, о котором говорят только в биотехнологической нише. И, конечно, для клонирования птиц, несопоставимых по размеру, гигантских, куриное яйцо не подойдет, и именно здесь в игру вступает искусственное яйцо, которое, как вы понимаете, можно создать практически любого размера. Голубая антилопа. Colossal biosciences. Анонсировали проект по возрождению нового животного – голубой антилопы. Это очень красивое африканское животное с уникальной серо-голубой шерстью. Рост до 145 см, вес до 274 кг. Обитала в основном в прибрежных районах ЮАР. И похоже на ситуацию со стеллеровой коровой, спустя 69 лет антилопа полностью вымерла при участии человека, после того, как была открыта. Последняя особь умерла в 1800 году в Лондоне. План клонирования антилопы абсолютно такой же, тем же способом, которым они сейчас клонируют мамонта. И на канале есть об этом видео, оно будет в конце, и еще можно посмотреть по подсказке где-то здесь. Недавно был опубликован стопроцентный геном этой антилопы, что, как вы понимаете, существенно облегчает работу. Яйцеклетку для работы планируют взять у чалой антилопы, она же антилопа Роан, а полученный эмбрион пересаживать будут уже самки Орикса, он же сернобык, поскольку это самая крупная подходящая суррогатная мать для вынашивания. Что касается экологии, то снова проводя параллель со стеллеровой коровой, как и в случае с ней, экологическая ниша голубой антилопы все еще не занята. Ее современники живы, так что с возвращением ее в естественную среду специалисты никаких сложностей не ожидают. Раз уж мы с вами амбассадоры, Colossal biosciences. напишите, пожалуйста, как вам такой короткий новостной формат видео. Ну и хотели бы вы, может быть, видеть подобные выпуски в дальнейшем. И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Будем дальше бороться с алгоритмами. Скоро увидимся с вами снова. Всем пока.